хочу это уже завершать. Да, вот, пожалуйста, коллега здесь руку поднимает. Дайте, пожалуйста, по центру. Да. Thank you very much. Athar Javed, Director General Pakistan. Большое. Я представляю Пакистан, Исламабад. При всем уважении, конечно, я понимаю, что контртеррористическая кампания очень важна на международном уровне, она продолжится. Мой вопрос вам, господин президент, следующий. Касается продолжающимся переговорам Пакистан, Иран, Россия, КНР. Конечно, Пакистан способствовал Дахийскому процессу в целом. И пока что мы видим серьезные проблемы. Но если Талибану удастся предотвратить торговлю наркотиками, если удастся защитить от ИГИЛ территорию и устранить эту инфраструктуру, какова будет реакция со стороны Пакистана, России и Китая? Нет, я, конечно, спрашиваю не только про признание Талибана. Вы совершенно верно отметили. Очень важно дать возможность экономически развиваться Талибану на местах. Для того, чтобы страна развивалась, необходимо также решить проблемы социального характера. Это, например, образование, здравоохранение, все, что касается социальной сферы и другим факторам. Мне было бы очень приятно, если бы вы пролили свет на этот вопрос. Как важно решить проблему, кашу, заваренную НАТО, что там осталось. Мне кажется, что России и Китай следует возглавить этот процесс на этом направлении. Спасибо. По поводу каши, которую заварила НАТО, сейчас, наверное, не будем говорить, потому что здесь уж только ленивый здесь не пнул ногой то, что было сделано Соединенными Штатами и президентом Байденом. Я уже высказался на этот счет, я думаю, что он поступил правильно, но приняв решение о выводе войск. Но теперь, конечно, нам нужно смотреть всем в будущее. Но поскольку они все-таки, как вы сказали, эту кашу заварили, тоже не должны не снимать с себя ответственность за происходящие события и за будущее. И инструментов повлиять на ситуацию в Афганистане у них очень много, прежде всего финансовых инструментов, в том числе и у Европы. Не нужно здесь задирать нос, как часто делают наши коллеги в Евросоюзе, со снобизмом посматривать на эту территорию. Значит, они тоже несут ответственность за то, что нам произошло. Так что надо включаться всем и помогать афганскому народу. Но все-таки мы должны исходить из того, что вот нельзя повторить ошибок прошлого. Нельзя навязывать афганскому народу то, что пытался навязать Советский Союз. Нельзя навязывать афганскому народу то, что пытались навязать Соединенные Штаты. Кстати говоря, по-моему, все-таки Советский Союз даже более взвешенно себя вел, и поэтому все-таки вот это шурави, как называли советских, все-таки это не носит отрицательного оттенка. Вот. А страны региона тем более заинтересованы. И Россия со своей стороны будет делать все для того, чтобы ситуация была нормализована. И мы видим сейчас, что Талибан пытается бороться с крайними радикалами и с абсолютно ни у кого не вызывающими сомнения в своих террористических устремлениях организациями, с такими как ИГИЛ. Да, это были попутчики, мы это понимаем, мы же из реалий исходим. Это были сиюминутные попутчики, сейчас они сами на Талибан нападают. Вот. Но дело в том, что и внутри Афганистана тот же самый Талибан должен все-таки выстроить взаимоотношения со всеми этническими и религиозными группами, со всеми политическими организациями, общественными организациями. Ну, начнем с этнической составляющей. Ну, да, Талибан в основном состоит из пуштунских групп, да? но ведь есть и таджики, а их от 40 до 47% по разным подсчетам. По
Послушайте, это много, правда? Значит, и есть потом узбеки, значит, хазарийцы и так далее. Вот если посмотреть вот на эту составляющую, то да, я знаю, конечно, сейчас даже в руководящем составе, в правительстве есть представители этих групп, но не на первых ролях. А люди претендуют на то, чтобы занять значимое место в системе управления страной. И этот баланс должен быть найден. Мы ни к чему не подталкиваем, мы просто говорим, как это, в принципе, видится со стороны. Мы делаем все для того, чтобы тоже и аппетиты тех людей, с которыми мы в контакте, причем мы в контакте, кстати говоря, со всеми политическими силами в Афганистане. И у нас складываются достаточно устойчивые отношения со всеми. Но мы хотели бы, чтобы были найдены приемлемые компромиссы, и чтобы стоящие перед страной вопросы не решались только с помощью оружия, что было в последнее время, чтобы интересы женщин учитывались. Ну, Афганистан все-таки стремится к тому, чтобы быть современным государством. И мне представляется, что роль и значение Пакистана здесь ничуть не меньше, чем роль и значение России или Китая. Поэтому мы заинтересованы в развитии сотрудничества, в том числе и с вашей страной, для того, чтобы добиться общего искомого результата. И без всякого сомнения. Интерес России заключается в том, чтобы Афганистан в конце концов вышел из непрекращающейся перманентной гражданской войны, и чтобы народ этой многострадальной, без всякого преувеличения страны, почувствовал себя в рамках своих национальных границ и в безопасности, и имел бы шансы на развитие и процветание. Всячески будем стремиться к тому, чтобы добиться именно такой цели. Так, ну, мне кажется,